Участники круглого стола высказали свое мнение по актуальным вопросам современного государства. Открывая встречу, руководитель общественной организации «Союз ветеранов и молодежи АПСНы» Саид Будба подчеркнул, что на протяжении послевоенного времени в Абхазии не удалось выстроить стабильную политическую среду, способную вывести государство из цикла политических эскалаций. По этой причине наше государство во многом отстает от других стран мира, считает он. Конечно, есть разные мнения, да, кто-то считает сегодня, какая в Абхазии нужна, в том числе и форма правления, кто-то говорит президентская, кто-то говорит парламентская, но при обсуждении всех этих тем, конечно, нужна четкая аргументация, и самое главное, не политизируя этот вопрос. Также, вы знаете, иной раз я вижу, что есть какие-то негативные мнения, но наши граждане хотят видеть, наверное, от молодых людей какой-то стимул, какой-то позитив. На мой взгляд, у нас позитив уже есть, но мы об этом почему-то начали забывать. Мы небольшой народ, но при этом имеем свое независимое государство. Вот как мы смотрим в мире, есть очень много народов, по численности намного больше нас, которые своей государственности, к сожалению, не имеют. Власть может быть демократичной или авторитарной. Мировая практика показывает, что когда власть концентрируется в одном месте, государство становится авторитарным, что приводит к череде политических кризисов, преждевременных смен власти, революции. Для избежания всех негативных процессов необходима политическая стабильность, отмечали участники круглого стола. Я считаю, что мы должны работать в том направлении, чтобы скорректировать нашу власть, сбалансировать ее, чтобы сдержки и противовесы работали эффективно и смогли сохранить целостность и стабильность нашей политической системы. Только в таком случае возможно, что наше государство сможет все-таки двигаться вперед, и будет эффект уже от каких-то не стержневых, а более локальных реформ, нацеленных на экономический потенциал нашего государства, на социальную сферу. По мнению участников круглого стола, изменение модели правления в республике приведет к порядку, даст стабильность политической власти в государстве для поступательного и спокойного развития. Понимание того, что это будет плановый, системный подход к решению всех возникающих вопросов в стране. Вот тогда будет видна, это будет новый курс, новый внутриполитический курс, и будет видна четкая, понятная и внятная работа, нигде личные групповые интересы будут выше общегосударственных, а будет, наоборот, вопросы общегосударственного характера идти впереди личных и групповых интересов. В целом процессы глобализации во всем мире начались давно. Однако с момента учреждения первых международных организаций государства стали сталкиваться с проблемами сохранения своего суверенитета при ведении международных дел, а также обеспечения национальной безопасности. Последующие мировые экономические кризисы, которые были в известный период, поставили перед развивающимися странами вопрос выбора. Это делегация части суверенитета вот этим вот объединением, стратегическим партнерством, либо создание крепкого самостоятельного государства, суверенного государства без делегирования этого суверенитета. Нужно было пожертвовать своим суверенитетом в пользу интеграционных процессов, либо попытаться сохранить свой суверенитет и наращивать собственные производства и развивать экономику в целом. Многие государства, в том числе Россия, выбрали второй вариант, при котором в итоге можно наблюдать на сегодняшний день, на мой взгляд, обратной глобализации процесс, деглобализация. И здесь абсолютно точно могу высказать свою позицию и устойчивое убеждение в том, что я придерживаюсь мнения необходимости сохранения национального суверенитета, максимальное использование механизмов развития экономического потенциала своей страны, в том числе и интеллектуального потенциала нашей страны, в обязательном порядке. Участники встречи говорили и о поправках в Конституцию Абхазии. Депутат парламента Дауд Хутаба рассказал, что проект закона по конституционной реформе находится на рассмотрении, и вскоре его должны вынести на сессию парламента. Вот в моем понимании современное государство – это которое, наверное, при создании и принятии таких серьезных нормативно-правовых актов, оно, может быть, сомневается, оно должно, наверное, сомневаться, и депутаты должны сомневаться, но решение принимать все равно нужно. И оттягивать это более, наверное, мы не будем. В ближайшее время первая, наверное, уже встреча у нас будет в рамках комитета
мы пригласим и со стороны общественной палаты, естественно, администрация президента. Андрей Львович лично всегда присутствует и участвует в нашей работе. Также обратимся и к руководителю данной комиссии, для того, чтобы уже и они присутствовали, и свое отношение уже к конкретному проекту, который сегодня находится в парламенте, выразили. Реформа в местном самоуправлении, мне кажется, она даст очень большой толчок. Во-первых, у нас система, она должна быть, мне кажется, в первую очередь под наш менталитет, под нашу культуру. Вот как вы здесь раз правильно сказал, то, что один человек совершенно у нас никогда так не было. Даже если взять Абхазское царство, исторические времена, она, система приживается хорошо, когда она связана с историей, с культурой, со собственным, только тогда. Участники круглого стола отметили, что такие встречи полезны и их нужно проводить чаще. Альга Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение.